Helsingin seudulla on tällainen Helsingin seudun liikennekuntayhtymä, jonka osakkaina ovat pääkaupunkiseudun 4 kuntaa. В регионе Хельсинки работает такое общество, участниками которого являются 4 города региона Хельсинки. Se on oma organisaationsa, joka lain perusteella järjestää kaiken joukkoliikenteen täällä pääkaupunkiseudulla näissä kunnissa. Здесь речь идет об организации, которая на основе закона организует пригородные сообщения в этих 4 городах. Se päättää reitit, aikataulut ja hinnat näiden 4 kunnan alueella. Эта организация сам принимает решения о расписании, плотности движения и о стоимости проездных билетов. Ja ostaa sitten liikenteen bussiyrittäjiltä ja VR:ltä. И закупает эти транспортные услуги у организаций, которые организуют автобусные перевозки, и у компании VR, железные дороги Финляндии. Ja he myöskin saavat lipputulot, jotka riittävät noin 50% tämän liikenteen kustannuksista ja loput 50% nämä kunnat maksavat verovaroin. Эта организация получает 50% доходов от проездных билетов и 50% поступает от бюджета этих городов, которые за счет налогов оплачивают эти услуги. Запомните эту цифру, 50% и нашу, 1,6 и 2,35. Сколько мы просим? Извините, пожалуйста, у нас просто сейчас не очень много времени. Хотелось бы все-таки уточнить, как будет дальше развиваться отношения между Россией и Финляндией и железнодорожными перевозками между этими 2 городами? Koska aikaa on vähän, niin pyytäisin teiltä kommenttia asiaan, miten Suomen ja Venäjän asiat jatkossa kehittyvät ja miten rautatieyhteydet jatkossa. Allegro on jo tähän mennessä ollut suuri menestys. Поезд Allegro очень хорошо успевает. Ja uskomme yhdessä Suomen ja VR:n ja Venäjän rautateiden johto, että Helsinki-Pietari matkustus 3-kertaistuu 10 vuoden aikana, eli saamme yli 700 000 matkaa vuodessa. Мы убеждены в компании VR и в железных дорогах России, что объемы пассажиропотоков в течение следующих 10 лет будут развиваться в 3 раза больше. То есть через 10 лет у нас будет пассажиропоток в количестве более 700 тысяч пассажиров в году. Скажите, пожалуйста, почему вот сегодня именно поезд опоздал? И как вот с этой проблемой будут бороться дальше? И насколько он опоздал? Voisitteko kertoa, miksi juna nimenomaan tänään myöhästyi? Mikä oli sen syy? Meillä Helsingin ratapiha on varsin loppuun käytetty kapasiteetti, eli meillä on paljon junia ruuhka-aikaan. Производительность парка путей на станции Хельсинки, на вокзале Хельсинки, то есть там достаточно нагружено. Ja tänä aamulla liikenteenohjausjärjestelmässä oli joitakin häiriöitä, jotka hidastuttivat junien ohjausta. И в управлении движением здесь в регионе Хельсинки были кое-какие помехи, которые оказали влияние на поезды. Ja kun ratapiha on erittäin täysi, niin kaikki häiriöt sitten tahtovat kertaantua, koska siellä ei ole toipumispelivaroja ruuhkaan. И раз парк путей достаточно маленький по объему, по способностям, то если там маленькая помеха, то она как-то повторяется и сказывается с тем результатом, что будут опаздывать все поезда, задерживаться все поезда. Что делать сейчас? Вот сейчас будет что-то для этого делать, чтобы не опаздывали поезда? Aiotteko tehdä asialle jotakin, että junat eivät jatkossa myöhästyisi? Ilman muuta Suomessa liikenteen ohjauksesta vastaa valtion virasto, liikennevirasto. Samoin liikennevirasto omistaa radat ja siihen kuuluvat turvalaitteet. Me teemme yhteistyötä heidän kanssa ja tämä asia on meillä korkealla prioriteetilla.
Безусловно, этим вопросом, то есть управлением движением, занимается у нас транспортное агентство Финляндии, государственная организация, и мы с ними сотрудничаем и очень высоко оцениваем решение данного вопроса. А можно мне, в свою очередь, Виктору Васильевичу переадресовать вопрос по поводу перспектив развития? Как вы видите себе дальнейшее? Haluaisin kysyä herra Steepuvilta, miten te näette tilanteen, miten asiat tulevat kehittymään? Янин сказал, что 10 лет фригаза – это действительно тот минимальный объем, который мы планируем здесь взять. Но нам предстоит провести достаточно серьезное маркетинговое исследование для того, чтобы забрать тот пассажиропоток и организовать его реально. Но я думаю, что нам придется еще подумать над графиком и увеличение объема, увеличение частоты поезда требует лучшего приема на станции Хельсинки, и мы должны совместно решать эти проблемы. Как мы будем решать у себя на российской стороне, так, я думаю, финские наши коллеги будут решать у себя на своей стороне. Спасибо, коллеги, что у нас остается немножко. Спасибо вам огромное.